Каждый ребенок имеет право по Конституции, по закону о защите прав детей, который наше государство утвердило, расти и развиваться именно в семейном кругу и в семье. Я сама мама особенного ребенка, и я была в такой ситуации, когда в роддоме просто рекомендовали отказаться от ребенка, потому что это большая обуза развивать в семье, вкладываться в ребенка, у которого есть особенности развития, и в данной ситуации государство может полностью в этом помочь. Они, может быть, не так заметны, а может быть и даже потому, что сама профессия в Таджикистане социального работника, она до сих пор не получила такой статус профессии. Я считаю, как специалист, у нас недостатка в законах нет. Мы немножко тормозим по реализации этих законов. Привет, это очередной эпизод цикла «Мне не страшно», который Академия трех медведей пишет совместно с общественной организацией «Ируда». Именно они нам помогли найти специалистов и героев. Мы говорим откровенно о детях с аутизмом, о семьях, воспитывающих детей с особенностями, о специалистах, которые работают с семьями и детьми. Меня зовут Зибота Джибаева, и сегодня у меня в гостях Умида Мунаварова, координатор программы реабилитации на уровне общин для людей с инвалидностью в филиале ассоциации «Каритас» в Германии, в Таджикистане, и Зарина Курбанбекова, мама особенной девочки и учредитель общественной организации «Открытые сердца». Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что может сделать государство, чтобы дети не попадали в интернаты. И вот у этой деятельности есть одно общее название – гейткипинг. В 2007 году не самая богатая на постсоветском пространстве страна Молдова начала реформу интернатов, и за 12 лет они в 10 раз практически сократили количество детей, которые в интернатах, и ввели 12 типов социальных услуг для семей и детей. Давайте сначала для слушателей, наверное, объясним, что такое гейткипинг и что должна представлять собой деятельность госорганов. Давайте я отвечу. Да, действительно, гейткипинг – это такое очень странное название, но оно означает с английского слова «охрана ворот», если буквально перевести, или «блок на входе». Что это значит? Это значит, что в государстве есть система, механизм, который направлен на предотвращение попадания детей в службу государственной опеки или в интернатные учреждения. И эта система, она координируется определенным органом, обычно в государстве. Этот орган координирует свою деятельность с другими органами, ответственными за направление детей в интернатные учреждения. И, в общем-то, система направлена на то, чтобы дети как можно меньше попадали в систему постоянного ухода и перенаправлялись на услуги на базе сообщества, а лучше, чтобы оставались в родной семье. По сути дела, это, если коротко сказать, это гейткипинг, это система предотвращения попадания детей в интернатные учреждения. Но она ведь не только строится на том, чтобы блокировать, да, то есть все государство здесь выступает не в качестве какого-то монстра, который вот насильно удерживает детей в интернате, а как раз-таки для того, чтобы создаются условия для семей, чтобы они могли оставлять. Вы совершенно правы. Это очень такая вот сложная система, и она основывается на нескольких принципах. Во-первых, должна быть развитая система услуг на базе местного сообщества, которые бы могли оказывать услуги детям и нуждающимся семьям, которые могли бы удовлетворить их потребности, и необходимость в интернате в таком случае отпадает. Затем необходима отлаженная система перенаправления, координации деятельности между разными структурами для того, чтобы они могли выработать одно решение. И это решение необходимо принимать, исходя из наилучших интересов ребенка, прежде всего, а не ведомства. И, конечно же, система поддержки семьи тоже очень важна.
Необходимо иметь специалистов на базе местного сообщества, которые умеют проводить оценку потребностей, которые умеют разрабатывать индивидуальный план помощи для семьи. Это специалисты социальной работы. Так все очень сложно кажется, да, на первый взгляд. На Большая самом деле, работа. да, очень такая сложная система, которая требует отлаженной работы многих специалистов, включая менеджеров, те, которые принимают решения. А у нас в этом направлении что-нибудь уже делается, или мы по-прежнему предпочитаем отдавать детей в интернаты и сохранять их там? Наверное, я могла бы тоже ответить на этот вопрос. Дело в том, что хотела бы добавить один момент, что гейткипинг, да, он позволяет все-таки дать возможность ребенку оставаться в семье, да, потому что ключевая основа вот, как бы данной инициативы связана с тем, что каждый ребенок имеет право по Конституции, по закону о защите прав детей, который наше государство утвердило, расти и развиваться именно в семейном кругу и в семье. И в данном направлении хотелось бы отрадно на самом деле говорить о том, что уже на протяжении вот уже 2007 года инициативы, которые были начаты общественными организациями, родительскими организациями детей с инвалидностью, в партнерстве с международными организациями и в сотрудничестве, в частности, с Министерством здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, создавались центры поддержки семей, имеющих детей с особенностями развития. И первый этот центр был на базе на тот момент дома ребенка номер 1, и этот центр назывался Кишти, который, наверное, был вот именно тем той первой ласточкой вот, предстоящим реформам, в которых мы в настоящее время тоже находимся. И используя вот этот вот момент, хотелось бы сказать, что на самом деле буквально в прошлом году Хукуматом республики была утверждена трансформация домов ребенка в центры поддержки семьи и детей. У нас в стране как бы есть 4 дома ребенка, которые обслуживали детишек с раннего возраста, с рождения дети попадали туда до 4 лет, и они находятся под структурой Министерства здравоохранения и социальной защиты. И на протяжении вот этого времени, в 2019 уже году, как бы количество детей в этих домах ребенка было более 300. Но в 2019 уже на момент, это был май 2019 года, 152 ребенка оставались в этих домах ребенка. И услуги, которые были начаты в данном направлении, и так как я сказала, что эти дома ребенка трансформировались в центры поддержки семьи и ребенка и стали предоставлять еще и дополнительные услуги именно семьям, которые находятся на этой территории, да, в этом сообществе. Тем самым повлияли на то, что количество детей стало уменьшаться в домах ребенка. И у нас этот шаг уже на самом деле сделан, и мы надеемся, что это будет как раз первым шагом к тому, что трансформация возможна, деинституционализация возможна, и в дальнейшем мы будем в партнерстве также и с Министерством образования и науки Республики Таджикистан продвигать эти вопросы, потому что никакое учреждение не заменит любовь и тепло семьи, и каждый ребенок имеет на это право. И я думаю, что в этом направлении как раз наши общественные организации в партнерстве готовы помогать нашей стране. А есть статистика, детей с инвалидностью отдают чаще в интернаты или в дома ребенка? Вы знаете, если говорить о статистике, на самом деле чаще получается, что именно отказываются или попадают дети без инвалидности в учреждения закрытые. И это, с одной стороны, на самом деле очень отрадно. Но есть случаи, да, когда попадают детки с инвалидностью, с особенностями в развитии. Если мы говорим именно когда детишки попадают в дома ребенка, это вот как только родились, да, и можно сказать, что я сама мама особенного ребенка, и я была в такой ситуации, когда в роддоме просто рекомендовали отказаться от ребенка, потому что это большая обуза развивать
в семье, вкладываться в ребенка, у которого есть особенности развития, и в данной ситуации государство может полностью в этом помочь. И если я бы отказалась на тот момент, отдала своего ребенка в дом ребенка, это был бы самый, наверное, оптимальный вариант на тот момент, как рекомендовали нам медицинские врачи. Это был 2008 год. На сегодняшний день и очень много, на самом деле, в этом направлении мы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальной защиты тоже работаем, меняя все-таки отношение к детям с инвалидностью, и в особенности тем детям, которые рождаются уже при рождении, у них инвалидность, потому что в постсоветских странах, да, в советское время все-таки было такое, что да, когда рождается ребенок с особенностями, семья не в состоянии его обеспечить необходимой помощью и поддержкой и развитию, и поэтому государство как бы, да, брало вот эту инициативу на свои руки. Но практика и международная практика показывает, и у нас уже существует эта практика, что именно когда семья получает необходимую поддержку с раннего возраста, уже начиная, возможно, с роддома, даже с женских консультаций, когда мама уже беременна и уже есть возможность появления ребенка с особенностями, если она получает эту необходимую поддержку, то нет необходимости отказываться от этого ребенка, а наоборот, именно семья может стать именно той правильной, как бы, да, тем правильным местом, которое поможет всесторонне развиваться ребенку. Если мы говорим о статистике детей с инвалидностью, хотелось бы сказать, что на самом деле в настоящее время у нас в Республике Таджикистане в интернатах находится более 12 тысяч детей. И это закрытые учреждения разных структур. Да? И структуры, к которым Министерство здравоохранения относится, это, опять же, дома ребенка. К социальной защите есть именно интернаты, которые для детей с особенностями в развитии, с интеллектуальной инвалидностью. Большое количество интернатов находится под эгидой Министерства образования и науки. И там обучаются дети как и с особенностями развития, и дети, у которых нет родителей, дети-сироты. И если сейчас так посмотреть, да, согласно статистике Министерства образования, около 3000 детей находится в общеобразовательных школах. Я говорю о детях с инвалидностью. Но более 2000 детей находятся в интернатах, в закрытых учреждениях. Это дети с особенностями в развитии. У меня два вопроса. Действительно ли есть условия для того, чтобы поддержать маму, а не просто вот сейчас мы с вами это озвучили? На практике это как происходит? Вот вы просто говорили, что есть возможность сейчас, в отличие от советской системы, да, есть возможность, что родители получат эту помощь. Я вот пока нет от такого. Я понимаю, что эту ношу взяла на себя общественная организация, по сути, никак не государство. Это так? Знаете, на самом деле очень сложно, как бы, да, сейчас так сразу ответить, сказать, что прям все у нас замечательно и прекрасно работает, но если, к примеру, в 2000-х годах, да, об этом вообще ничего и не знали, и никакой инициативы не было, и да, начинали все движения именно родительские организации. И это практика не только Таджикистана, это международная практика. Во многих странах, которые пришли к трансформации, которые пришли к деинституционализации, все начиналось именно от родительских движений. Это именно было как бы ключевые организации, которые продвигали реформы. И на сегодняшний день хотелось бы отметить то, что у нас в стране есть национальная коалиция родительских организаций, членами которой являются более 40 общественных родительских организаций, которые продвигают и защищают права своих детей. И вопросы, связанные именно с деинституционализацией и развитием детей в семье, это один из как бы ключевых направлений деятельности данной коалиции. И также существует национальная сеть
сеть по раннему развитию, раннему детскому вмешательству и инклюзии. Более 35 организаций стали тоже как бы двигателем этого прогресса в нашей стране. И когда я говорю о том, что да, уже есть возможность, реально эта возможность есть, потому что сегодня и государство нас поддерживает, потому что и политика государства направлена на то, чтобы улучшить эту ситуацию. Но существуют проблемы, с которыми мы должны стараться их улучшать, потому что если для нас важно, чтобы у каждой семьи была эта услуга, да, или каждая семья, чтобы получила эту помощь необходимую на местах. И мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда существует еще в каждом уголке нашей страны, когда мы общаемся с семьями, с родителями, и есть такие ситуации, когда до сих пор в некоторых местах практически заставляют отказываться от своих детей, отдавать их лучше в закрытые учреждения. Бывают ситуации, когда даже при беременности и при выявлении некоторые специалисты говорят о том, что семья просто не в состоянии будет развивать этого ребенка, и родится ребенок, к примеру, если я скажу именно с синдромом Дауна, да, это можно выявить уже и при беременности. Тоже же, опять же, направляют на то, что лучше все-таки прервать эту беременность, чем рождать ребенка, если у него есть особенность развития. И вот в этом направлении на самом деле очень важно все-таки объединить усилия. И то, что Тумеда сказала, что координация, да, сотрудничество государственных структур, общественных организаций. И очень важную роль здесь играют именно наши средства массовой информации, которые могут помочь поменять мнение общественности по отношению к детям с особенностями развития. Потому что даже порой при беременности или при рождении это небольшое количество детей могут родиться с инвалидностью, да. Больше всего это приобретенное, это на протяжении жизни выявляются какие-то особенности, или человек становится неспособен к каким-то, или у него становятся ограниченные возможности какие-то, да. И для этого очень важно, чтобы наше общество приняло наших детей уже сначала. И поэтому и общественные организации стараются продвигать эти вопросы, говоря о том, что в первую очередь нам необходимо помогать семьям. В первую очередь эта семья должна получить и почувствовать эту поддержку для того, чтобы не отдавать своего ребенка в закрытые учреждения, потому что в дальнейшем, и это и практика показывает, что для государства это становится большим бременем вести, и большие затраты уходят на то, чтобы содержать эти закрытые учреждения, содержать этих людей, которые, выходя в дальнейшем из этих учреждений, да, то есть на протяжении всей их жизни государство выделяет очень большие средства, потому что результаты многолетних исследований и практики показали, что если ребенок развивается в семье, и семья получает эту поддержку с раннего возраста, то и затраты на них намного меньше, и для государства это становится намного выгоднее, потому что в перспективе эти люди с инвалидностью, с особенностями в развитии будут и самостоятельны, и будут приносить выгоду и государству. Зарин, вы сейчас так много сказали о том, что какую роль должно сыграть общество в этом. Но ведь если играть в одни ворота, это все невозможно сделать. Нужна политическая воля, нужна чья-то воля в любом случае, да. И мне непонятно, почему, в принципе, по времени реформы, которые подразумевают деинституализацию, да, правильно сказать, детских домов и интернатов, началась одновременно практически с Молдовой. Но у нас этим занимается только Минздрав и никак не Минобразование. А в Молдове, так как больше все-таки, там тоже было распределено, часть детских домов было подведомственно Минздраву, Минобразованию, Министерству труда. Они все отдали Минобразованию, и их поставили во главе вот этой реформы. И им передали все эти инструменты и все возможности. Вот тогда там хорошую помощь сыграли общественные организации. Но в нашем случае, когда будет это делать только общественные организации, только Минздрав, очень долго, в принципе, на следующий год будет сколько, 10 лет? Да, уже почти 20 лет. 20 лет, да. Ну, я хочу добавить к сказанному Зариной. Да, действительно, мы начали процесс деинституционализации фактически одновременно с другими странами Содружества.
Начиная с 2000 года ЮНИСЕФ очень много проектов реализовали по деинституционализации, и Министерство образования в этом принимало активное участие, потому что трансформация и деинституционализация началась именно с системы образования. Как Зарина сказала, у нас вот эти институты или интернаты находятся под ведомством 3 министерств. Раньше находилось это Министерство здравоохранения, маленькие детки до 3 лет, дома ребенка находятся под эгидой Министерства здравоохранения. Начиная с 4 лет детские дома и учреждения, где дети получают образование, то есть интернаты, находятся под руководством Министерства образования. И есть тоже учреждения, где содержатся детки с особенностями развития, то есть с инвалидностью, дети, которые остались без родительской опеки, то есть дети, которые были лишены родительской опеки, либо по причине отказа родителей, либо по причине лишения родительских прав. Эти дети находились под руководством или под ведомством Министерства труда, и также мы должны отметить детей, которые совершили правонарушения и находятся в исправительных учреждениях. И эти учреждения уже находятся под ведомством Министерства юстиции. То есть вы видите, что 4 министерства, в общем-то, заведуют и управляют вот этой системой институционализации детей, содержания их в закрытых учреждениях. Но после того, как началась реформа, 2 огромных министерства были объединены, Министерство здравоохранения и соцзащиты, и сейчас кажется, что это только Министерство здравоохранения этим занимается. Но на самом деле в структуре Министерства здравоохранения есть и социальная защита. Об этом мы тоже должны сказать, что эта структура, это управление тоже занимается процессом деинституционализации довольно активно. И говоря о роли общественных организаций, мы не должны забывать, что государство тоже очень много делает в этом направлении. В частности, управление социальной защитой посредством государственного социального заказа закупает услуги на уровне общины или на базе местного сообщества у общественных организаций, то есть фактически финансирует общественные организации, которые предоставляют альтернативные услуги на базе местного сообщества. Этот механизм был реализован благодаря деятельности нескольких проектов Европейского Союза. Вот этот механизм гостендера был разработан и внедрен в Таджикистане. Сейчас более 40 общественных организаций получают поддержку от государства, и основная их функция предоставления альтернативных институциональным услугам, услуг семьям приближена к месту жительства, то есть фактически на дому, по месту проживания. Ведь гейткипинг, как я уже сказала, он основывается на предоставлении альтернативы. Мы сначала должны предоставить альтернативу институциональным услугам, чтобы семья могла получить эти услуги по месту жительства. И только в крайнем случае прибегать к институционализации. Вот этим как раз-таки и занимаются все проекты, направленные на реабилитацию на уровне общин, одной из целей которой является предотвращение попадания детей в интернаты. То есть общественные организации сейчас очень тесно сотрудничают и с государственными организациями, социальными службами, и, в общем-то, работают в этом направлении. Кроме того, есть службы на уровне сообщества, которые непосредственно финансируются местными органами самоуправления. Это отделы социальной помощи на дому, в которых работают социальные работники, обученные, которые тоже должны на ранних стадиях выявлять семьи группы риска, проводить диагностику, оценку, то есть определить причину, по которой семья оказалась в такой трудной жизненной ситуации, и вовремя предоставить помощь для того, чтобы искать пути, совместно искать пути выхода из этой ситуации, перенаправлять на необходимые услуги. То есть есть и государственные услуги. Другое дело, что они, может быть, не так заметны, а может быть и даже потому, что сама профессия в Таджикистане социального работника,
она до сих пор не получила такой статус профессии. До сих пор мы можем сказать, что в Таджикистане профессия социального работника, она как бы отождествляется с волонтерством, с благотворительностью. Хотя на самом деле это специальность, которой обучаться нужно. Это люди специально обученные, и их профессией, их функциональной обязанностью является помогать таким семьям. Смотрите, чаще в интернатах оказываются также дети, которые отдают туда на время, да. То есть родители не в состоянии на данный момент обеспечить им благополучную жизнь в семье. То есть у мамы нету, например, жилья, она вынуждена отдать, или папа с мамой уезжают на заработки, и детей тоже пристраивают в интернаты. Вот когда вы говорите об услугах, которые предоставляет государство семьям, чтобы не предотвратить попадание в интернат, идет ли речь еще о денежной какой-то помощи? Денежная помощь вы имеете для того, чтобы поддержать семью, чтобы ребенок не был помещен в интернат. Да? Да. Очень хороший вопрос вы задали. Действительно, очень много упирается в деньги, но на самом деле деньги не решают все. Давайте вот немножко поговорим о финансовой части этого вопроса. Что дешевле обходится государству? Содержание больших интернатов или предоставление услуг на базе сообщества, чтобы ребенок оставался в семье? Так вот, исследования показывают и подсчеты показывают, что государству намного выгоднее, чтобы ребенок оставался в семье, чем содержать вот эту огромную махину, интернаты, где содержится 200, а то и больше человек. Я точно знаю, что в таком интернате, как Чорбок, это республиканский интернат для детей с множественными нарушениями в развитии, для таких вот довольно-таки тяжелых детей, могу сказать, что там содержится 200 детей на постоянной основе с 4-летнего возраста до 18 лет. И этот интернат находится под системой социальной защиты. Там на 200 человек приходится 220 сотрудников интерната. Фактически на каждого ребенка по одному человеку. Кроме того, 3 корпуса необходимо содержать, там отопление, там надо платить зарплату, там надо коммунальные услуги, там 3-4-разовое питание и полностью государственное обеспечение. Там полностью обеспечивают не только едой, но и одеждой, и проживание. И я точно не располагаю данными, сколько сейчас государство тратит на содержание одного ребенка в таком интернате. Но у меня были данные 10 лет назад, когда я работала в этом интернате, мы там реализовывали один из проектов Евросоюза, направленный на развитие системы социальных услуг, альтернативных услуг для того, чтобы предотвратить попадание детей в интернате. Тогда эта сумма составляла 450 сомони в месяц на каждого ребенка. Только на содержание одного ребенка. Вот если вы умножите эту сумму на количество детей, еще на зарплаты сотрудников, это очень большая сумма. И если мы перенаправим поток, сейчас речь идет о рациональном использовании финансов. Если мы перенаправим хотя бы часть этих финансовых средств на помощь семье, то я думаю, что мы могли бы решить эту проблему очень легко. Например, помимо того, что семья получает пенсию по инвалидности ребенок получает, хотя она не очень большая, она, в общем-то, у нас достаточно скромная эта пенсия. Но вот эти 450 сомони, на самом деле денег уходит больше на содержание ребенка. Только на питание 450 сомони. Если вот эти просто деньги на питание отдать семье, поддержку, ребенок стал чтобы родители его могли содержать у себя дома, да,
то, поверьте, это была бы хорошая помощь для семей. Они бы от нее не отказались. Кроме того, был реализован такой пилотный проект с помощью доноров Евросоюза, общественная организация Hayot Dar Oila в Таджикистане и международная организация HealthProm. 6 лет назад отпилотировали такую новую услугу для Таджикистана, как фостерная семья. Тоже новое слово, это патронатная семья. Это не приемная семья, это не усыновление, не удочерение. Это работа как бы по найму. Семья заботится о ребенке и получает за это вознаграждение, то есть зарплату. Фактически мама работает мамой, это ее профессия. Она получает за свои услуги деньги. Она получает как на содержание этого ребенка, то есть она получает деньги, так и за свой труд, потому что она больше ничем не занимается в это время. Она работает мамой, она ухаживает за ребенком, она занимается его здоровьем, она занимается его образованием, она занимается его развитием. И я знаю, что 10 семей, 5 семей в Душанбе и 5 семей в Худжанте, в городе Худжанте, они вот взяли детей из домов ребенка и поработали в течение года фостерными семьями. И, в общем-то, результат был очень хороший. Во-первых, для самого ребенка маленькие дети никогда не должны отделяться от матерей, от семей, особенно до 3-летнего возраста, потому что это очень важный возраст. В этом возрасте закладываются все основы для его дальнейшего развития. А через год они вернули детей? А через год дело в том, что многие из них впоследствии удочерили и усыновили этих детей. То есть фактически этот эксперимент, можно сказать, он был очень хорошим для детей. Не знаю, насколько это было интересно самому учреждению, но именно с этого началась трансформация домов ребенка. То есть как альтернативную услугу это можно развивать. Желающих быть фостерными семьями было огромное количество. Они прошли тщательный отбор, эти 10 семей. Они прошли серию обучения, тренингов, потому что здесь, возможно, были какие-то психологические проблемы. Семья могла быть незнакома, да, вот с тем, как с таким ребенком нужно заниматься. Здесь очень большая работа была проделана, но для ребенка это был очень хороший опыт и замечательные результаты. Я бы хотела тоже вот добавить тому, что сказала Умеда, и одной из задач вот этой фостерной семьи, да, то есть это временная семья, для того, чтобы ребенку найти как бы в последующем семью, которая готова будет его удочерить или усыновить. Вот, практика вот этих фостерных семей для того, чтобы не попадал ребенок в закрытые учреждения, а развивался именно в семье, да, в окружении семьи, и в последующем мы для него нашли именно, или была бы семья, которая готова взять этого ребенка, его удочерить или усыновить. Вот, и вот эта инициатива, в принципе, как сказала Умеда, она дала, в принципе, очень хорошие результаты, и одна из возможностей, как бы, да, альтернативных услуг, то есть чтобы дети не попадали в закрытые учреждения, а именно росли в семье, потому что многие исследования, когда изучали вообще развитие детей в домах ребенка, и этих же такого же возраста детей, которые развиваются в семье, и видели, что несмотря на то, что в домах ребенка были все условия, да, и питание, и все необходимые условия для развития всестороннего этого ребенка, но в домах ребенка детишки, большинство детей, более 90% детей, у них была именно задержка развития, и она касалась именно когнитивного развития, социально-эмоционального развития детей. И фактически, как бы, да, ученые доказали, что для того, чтобы ребенок всесторонне развивался, ему необходима именно семья, необходима любовь и уважение, и тепло именно семейное. И вот фостерная, как бы, это одна из альтернативных услуг, которая тоже начала, как бы, дала свое начало тому, чтобы мы пришли к тому, что необходимо
использовать различные социальные услуги, всячески предотвращая попадание детей в закрытые учреждения. Но дальше этого эксперимент не пошел, да? Все упирается опять в законодательство. В нашем законодательстве не прописаны эти вещи. Дело в том, что некоторые стали это отождествлять с опекунством или с усыновлением, но это не одно и то же. Изначально одним условием этого проекта было то, что дети, которые были взяты в этот проект, они не были детьми, от которых отказались родители. То есть у них были биологические родители, но эти дети были временно помещены в дом ребенка. И условием этого, можно сказать, эксперимента было то, что семьи должны были, если семья работали параллельно с биологической семьей, и идея была в том, чтобы вернуть в свою родную семью. То есть фостерные семьи изначально понимали, что они не будут настоящими усыновителями. А потом уже, когда через год выяснилось, что у некоторых детей, оказывается, по ходу этого проекта в течение года родители отказались от них, и тогда уже эти семьи получили возможность оформить усыновление. Но изначально это не было целью. То есть сама идея заключается в том, что ребенок воспитывается в семье до 18 лет, а потом он может жить самостоятельной жизнью. Но одно дело, когда ребенок выпускается из интерната, фактически никуда, да? А другое дело, когда ребенок становится самостоятельным после воспитания в семье, когда он социализирован, когда он имеет кучу социальных контактов, когда он имеет поддержку своей фостерной семьи, потому что он может туда возвращаться, он может искать поддержку у своих фостерных родителей. То есть практика показывает, что фостерные родители поддерживают связь со своими детьми на протяжении всей жизни. У них есть свои дети, и они также относятся и к своим фостерным детям. Это все же лучше, чем выпускаться из интерната и не иметь потом возможность обратно туда прийти. Гейткипинг вообще возможен без реформы и введения инклюзивного образования? Вот если мы сейчас говорим о детях с особенностью развития. Гейткипинг имеет несколько основных принципов. Во-первых, это, да, как вы правильно сказали, что необходимо разработать и усовершенствовать законодательную нашу базу. Вот почему дальше эксперимента не пошло введение фостерной семьи, такой услуги, потому что у нас до сих пор не было разработано закона о фостерных семьях. И нет до сих пор. И до сих пор нет. До сих пор у нас такого закона нет, это немножко тормозит. Дело в том, что сейчас есть какие-то противоречия внутри самой системы, как это сделать таким образом, чтобы в последующем не было конфликтов, потому что, опять же, мы сталкиваемся с той, что родители начинают думать, что это их родные дети, им очень сложно потом вернуть их в биологические семьи, а это необходимо. Это одно из условий, когда подписывается договор о фостерной заботе, то есть ребенок имеет право вернуться в биологическую семью. Вот здесь такие есть моральные какие-то, да, препоны, которые нашим юристам необходимо решить. Кроме того, в общем-то, все законы, необходимые для осуществления гейткипинга, уже давным-давно у нас приняты. Мы подписали Конвенцию о правах ребенка. Мы недавно приняли закон о правах ребенка, отдельный закон о правах ребенка. У нас есть кодекс об образовании, где есть отдельная глава об инклюзивном образовании. Сейчас я знаю, что ЮНИСЕФ и другие международные организации, общественные организации хотят разработать концепцию об инклюзивном образовании. Я считаю, как специалист, у нас недостатка в законах нет. Мы немножко тормозим по реализации этих законов. У нас очень хорошие законы, но, к сожалению, не всегда прописаны механизмы реализации. А для того, чтобы гейткипинг действительно работал, необходима хорошая координация между всеми этими структурами, это раз. Во-вторых, это регулирование финансовых потоков. Государство должно сделать для себя приоритетом
интересы ребенка, а не интересы ведомства. Потому что мы столкнулись с большим сопротивлением со стороны интернатов, директоров интернатов, сотрудников интернатов, которые препятствовали деинституционализации. Но это понятно, потому что 200 человек, видите, в одном чорбоге трудоустроены. При нашей экономической ситуации потерять работу – это очень сложно. Поэтому люди не хотят терять работу. Работа в интернатах оплачивается очень хорошо, лучше, чем в обычной средней школе. Это тоже на себя как бы налагает отпечаток, да, что хорошая зарплата, хороший социальный пакет, хорошие условия для работы. Если в обычной школе одному учителю надо работать с классом, где сидит 40 детей, каждый из них это индивидуальная личность, да, надо индивидуальный подход искать. А здесь вот в интернатах, в классах по 5-10 человек, не больше, количество меньше. Специалистам работать в таких классах, конечно, намного проще. Поэтому мы сталкиваемся с сопротивлением системы. Но опять же, мы должны как бы взять за основу то, что интересы самого ребенка, интересы семьи в глазах государства должны быть выше интересов ведомств и социальных служб. И если мы вот этот вот принцип возьмем за основу и будем развивать систему подготовки специалистов для того, чтобы оказывать разнообразные услуги на базе местного сообщества. Не самые простые, а разнообразные, включая фостерную заботу, услуга передышки. Когда мама, например, ребенка с инвалидностью, целый год, представляете, она вот работает мамой, да, и не имеет возможности хотя бы 1 месяц выйти в отпуск. Если другие, например, сотрудники выходят в отпуск и имеют возможность отдохнуть, то мама ребенка с инвалидностью такую роскошь себе позволить не может. И она тоже нуждается в отдыхе. Иногда мама нуждается в том, чтобы позаботиться о себе, лечь в больницу, там, например, какие-то свои проблемы со здоровьем решить. И в этот момент можно предоставить услугу временного помещения ребенка в стационар, как услуга передышки. Ребенок временно на 1 месяц помещается, в это время семья может какие-то другие свои проблемы решить. Вот такие вот услуги развивать. И, конечно же, кадры. С чего начать реформу, если вы меня спросите? Не только с регулирования финансов, да, перераспределения финансов не в интернаты, а на уровне местного сообщества, то и подготовка кадров для нашей системы, для нашей страны является задачей номер 1. Мы в этом направлении очень сильно отстаем и от Молдовы, и от Украины, и от Российской Федерации, и даже отстаем от соседних стран Центральноазиатского региона, потому что специалистов по социальной работе у нас в Таджикистане готовят только на базе одной кафедры в Таджикском национальном университете. Да, вот такая у нас ситуация. Специалисты нужны, они востребованы, но подготавливают их только на одной кафедре, и они не могут удовлетворить потребности всей системы социальной защиты. Гейткиперы – это сотрудники системы социальной защиты. Это не педагоги, это не врачи, это сотрудники системы социальной защиты. Может, молодежь пугает еще маленькие зарплаты? Маленькие зарплаты – это одно, но я же говорю, не все как бы можно решать деньгами. Плюс к этому еще и низкий престиж социальной работы и незнание вообще, что такая специальность есть. Не все абитуриенты даже знают, что такое социальная работа и кто такой социальный работник. Поэтому вот информация и информирование населения о том, что такие специалисты востребованы, открывать другие вузы, другие уровни специальности. А тех же сотрудников интернатов переквалифицировать на это тоже можно, да. Вот сотрудника система переподготовки, да. Ориентация их на оказание услуг не на базе интерната.
Когда На базе высвобождаются места, например, постепенно детей становится все меньше и меньше, такое количество сотрудников уже не нужно, их переориентировать на оказание услуг на базе местного сообщества. Систему повышения квалификации, быстрая, то есть четкая система отлаженная повышения квалификации, система переподготовки, все это у нас есть. Но как-то вот сейчас не очень хорошо координируют между собой. Поэтому реформа – это очень такой процесс многогранный. Он не только будет касаться системы образования и здравоохранения. Видите, здесь система социальной защиты превалирует. А система социальной защиты у нас вообще и социальная работа на стадии профессионализации. Еще даже стандарты не разработаны полностью, образовательные. Не все уровни обучения у нас существуют. У нас есть только менеджерский состав. А нужны еще социальные работники среднего звена, на первичном звене, которые на самом низком уровне, на уровне местного сообщества работают. Вот таких у нас нет. У нас нет ни одного колледжа по подготовке социальных работников среднего уровня. И вот я работаю в организации Caritas Германия. У нас был один проект, и в рамках этого проекта мы разработали стандарты. Образовательные стандарты для всех уровней. Магистры, бакалавры усовершенствовали, разработали стандарт для среднего уровня, для начального уровня. И с этого года, дай бог, на базе лицеев начнется подготовка социальных работников среднего уровня. Срок обучения 1 год. И подготовка социальных работников среднего уровня на базе Республиканского медицинского колледжа. Срок подготовки 3 года. И я думаю, что таким образом постепенно, шаг за шагом, мы будем реформировать систему и достигать этих целей гейткипинга. Но это не один день. Это опять же такая вот очень сложная работа идет. Да, но здесь важно и отметить, что, в принципе, первый шаг-то сделан, и вот наши центры поддержки семьи и ребенка, бывшие дома ребенка, уже предоставляют эти услуги. Там разработано положение функционирования этих центров. Они предоставляют уже альтернативные социальные услуги, в которые включают и социальную передушку, о которой сейчас говорила Умеда, включают поддержку именно мам, которые находятся в кризисной ситуации после рождения ребенка и хотят отдать своего ребенка в дом ребенка. Существует кризисный центр, который поддерживает эту маму, мамы, которые находятся в сложной жизненной ситуации, для того, чтобы временно она там побывала со своим ребенком и все-таки вернулась, забрала своего ребенка, и вернулась в семью. То есть эти альтернативные услуги уже пилотировались с 2000, если не ошибаюсь, 2015 года в рамках проектов организации Хайода Роила, о которой говорила Умеда, и они показали, что если дома ребенка обслуживали всего 100 детей, но когда стали использовать и практиковать социальные услуги и предоставлять альтернативные услуги на уровне общин, они охватывали более 200 семей. И тогда, когда провели анализ финансирования этих домов ребенка и учитывая тот бюджет, который государство выделяло на функционирование этих домов ребенка, используя новые альтернативные услуги и предоставляя услуги большему количеству детей и семьям, давая возможности детям развиваться в семье. И получилось так, что и бюджет необходим был для этого намного даже меньше того, что тратило государство. И это стало именно, наверное, это самым таким большим утверждением, что альтернативные услуги нужны, и услуги именно на уровне сообщества, и которые центрированы именно на ребенка и семью, дают больше выгоды государству. То есть первый шаг сделан, и Министерство образования и науки, я более чем уверена, что они в настоящее время, так как Умеда сказала, что разрабатывается новая концепция развития инклюзивной системы образования, и она, естественно, предусматривает вопросы деинституционализации. Для нашей страны просто очень важно сделать
решить для себя, каким образом мы это начнем, потому что, да, опыт трансформации домов ребенка показал, что деинституционализация возможна, и, например, страны Прибалтики, они не стали закрывать интернаты, они их трансформировали в ресурсные дневные центры, которые вышли и стали помогать именно общеобразовательным школам внедрять инклюзию, как она должна быть. То есть разные страны делают деинституционализацию, именно продумывая особенности своей страны и культуру. Также и мы должны определить, как же мы можем помочь. И так как все-таки государство намерено и знает, и уверено в том, что для нас очень важно, чтобы ребенок рос в семье, и это является ключевым направлением политики государства, то и, естественно, реформа в области интернатов, которые находятся в системе образования, тоже возможна, и она будет внедряться. И практика уже у нас есть, и осталось только объединить свои усилия, и общественные организации всегда готовы в этом направлении в партнерстве с государственными структурами вести. Подкаст создан в рамках проекта «Ранние годы. Время возможностей» при финансовой поддержке Института Открытое общество, Фонд содействия Таджикистана. Содержание подкаста может не отображать официальную позицию Института Открытое общество, Фонд содействия Таджикистана.